Мне позвонили, как главе сельского поселения, что горит дом. Так, не дожидаясь пожарных, пенсионерка Лидия Каткова сама спасла из горящего дома 10-летнюю девочку. Было очень сильное задымление. Одела я быстренько ее и вывела из дома. Я считаю, что это работа моя обыденная. Ничего здесь такого героического нет. Односельчане же очень благодарны за такую героическую работу своего главы. Сразу мы обратились к Лидии Ивановне. Куда мы обратимся? Лидия Ивановна тут же прибежала, как всегда. За спасение ребенка сегодня Лидия Каткова получила благодарность от МЧС. И таких, как она, в республике десятки. Как отмечают, благодаря таким поступкам спасателей штатных и просто неравнодушных татарстанцев, меньше людей стали жертвами чрезвычайных ситуаций. Уже Российской Федерации. В этом году произошло более 3000 пожаров. Это меньше, чем раньше. Однако погибших больше – 137 человек. Главными причинами называют неосторожное обращение с огнем и неправильное использование электроприборов. Уменьшить число жертв помогли превентивные меры – установка пожарных сигнализаций. В целом, в лучшую сторону, с пожарами и гибелью людей на них хотелось отметить Новошишминский, Истричинский, Сабинский, Алексеевский, Нурлатский муниципальные районы. С худшей Верхнеустонский, Высокогорский, Алькеевский, Мензелинский и Апасовский муниципальные районы. Им дали время на исправление. Я думаю, на следующий год мы такого не допустим. Уже 8-й год в республике не допускают крупных лесных пожаров и 5-й год чрезвычайных паводковых ситуаций. За год в Татарстане произошло 3 крупных ЧС. Самое резонансное – взрыв газа в жилом доме Заинска. Для ликвидации различных происшествий в республике создана крупная группировка спасателей. Более 20 000 человек и 6 000 единиц техники. В уходящем году оперативная установка на территории республики была близка к среднестатистическим значениям. Принимались адекватные решения. Осуществлялось своевременное реагирование на чрезвычайные и аварийные ситуации. Благодаря МЧС без ЧП в Казани прошел и чемпионат мира по футболу. То, что в этом году министерство в целом сработало как надо, отметил и Алексей Песошин. При этом премьер-министр призвал работать так, чтобы гибель людей было меньше, в том числе и утонувших. Те пороговые значения, которые стоят в стратегии 2030, они выполняются, но тем не менее нужно жестко смотреть за тем, чтобы не было год от года роста количества погибших и травмированных. В целом результаты деятельности министерства оцениваются как положительные. Чтобы люди меньше гибли и страдали, призвано больше обновлений техники МЧС. Главной же задачей спасателей на предстоящий год назвали обеспечение безопасности Казанского чемпионата мира по рабочим профессиям. Дмитрий Айрин, Рамзель Гарипов, Юлия Муратова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.